Итак, то, с чего мы начнем. Сегодня мы начнем и будем говорить о сравнительной характеристике косметики Бремани с остальными другими производителями и фирмами. Что это значит и что это будет? Вот смотрите, когда вы посмотрели хороший фильм, когда вы приходите к своим друзьям и вы говорите: я сегодня была в кинотеатре, я смотрела классный фильм, и начинаете о нем рассказывать. Для вас это сложно? Я думаю, нет, правильно? Особенно, когда фильм классный, режиссер великолепный, актеры сумасшедшие, эмоции бурлят, и хочется об этом говорить, правильно? Точно так же и о косметике, которую мы сегодня будем сравнивать. Когда вы знаете все ее плюсы, когда вы знаете все ее достоинства, все ее характеристики, вам будет легче об этом говорить. Согласны? Итак, начинаем. Что у нас есть? Все мы знаем, любой товар, который у нас есть, независимо от, скажем так, от материи, что это: одежда, обувь, духи, канцтовары, техника, мы сравниваем по двум категориям: цена и качество. Что такое цена, что такое качество? Когда вы говорите о какой-то, ну, скажем, фирменной классной вещи, допустим, там, я купила себе шубу Шанель, что вы себе представляете? Во-первых, это круто, это красиво, это фирменно, во-вторых, это очень дорого. Правильно? То есть у разного бренда, у разного имени есть цена и есть качество, у любого товара. Поэтому сравнивается всегда товар в двух категориях: по цене и по качеству. То есть то, что стоит дорого, и то, что качественно. Итак, поэтому в нашей таблице, обратите, пожалуйста, внимание, у нас есть цена и есть качество. Здесь у нас представлено Бремани. Вверху ярко выделено ярко-красным. Почему? Потому что это то, что сравнивается. Итак, если мы говорим о Бремани, то, что касается качества, я думаю, в этом не сомневается никто. Это одна из немногих фирм-производителей, которая имеет свой завод по производству косметики, которые отвечают за производство от начала и до конца результата. Начиная от обложки, от древесины, от каждого тюбика, который сделан, и заканчивая содержимым. Грифели, текстуры, крема, кремовые основы, тени и все остальное. Дальше то, что касается цены. Цена есть у вас в прайсах, и вы ее знаете. Сейчас я вам ее сравню, и вы увидите, какая она. Если сравнивать любой продукт, то его следует сравнивать либо с самым дорогим, либо с не очень дорогим. Правильно? Итак, если мы сравниваем Бремани, то сегодня мы ее будем сравнивать, ну, то, что у всех на слуху, и то, что каждый задает вопрос. А как она по сравнению с... И начинается перечисление. У каждого человека есть как бы своя планка и своя градация. Люди, которые обладают определенным достатком, сравнивают это с более дорогими марками. Допустим, такими как Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Estée Lauder. Сюда список можно дополнить. Все, чем вы захотите. Это марки, бренды, которые уже на слуху. Это марки, которые уже оправдали свою репутацию, заработали себе имя. Но какой ценой? Сейчас мы это посмотрим. То, что касается качества этих марок, вот, допустим, по сравнению качества, видите, да? Вот эта колоночка у нас идет качество. И оценки мы ей тоже проставляем. По качеству, я думаю, этим фирмам мы ставим плюс. Я думаю, никто сомневаться в этом не будет. Но это тоже спорный вопрос. Теперь то, что касается цены. Чем определяется высокая цена и высокое имя этих брендов? Скажите, пожалуйста, видели ли вы продажу этой косметики от Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, скажем, где-нибудь в метро, на лотке, на базаре? Где-нибудь видели? Вряд ли. Скорее всего, это продается где-то в классном, дорогом магазине, правильно? Магазин этот где находится? Не на какой-то там улице в спальном районе, правильно? Он находится в центре любого города. Как правило, в центре мегаполисов. А теперь скажите мне, пожалуйста, и ответьте себе сами, сколько стоит аренда площади в центре города, в любом мегаполисе? В Киеве, в Москве, в Харькове, и в Одессе и в других городах. Наверное, очень дорого, правильно? И я думаю, вы тоже со мной согласитесь, что это прежде всего влияет и определяет цену продаваемого продукта. Соответственно, любая номинальная цена этих марок подрастает в многое количество раз. Теперь то, что еще определяет.
Скажем так, если рекламируется Dior, либо Yves Saint Laurent, для участия в этих рекламных кампаниях участвуют очень большие звезды, мега величины. Это Николь Кидман, разные актеры, Пенелопа Круз, Джуд Лоу, очень много людей, которые должны как бы составлять контракты. Контракты стоят много миллионов долларов, чтобы представить один продукт. Николь Кидман представляла, допустим, помаду Шанель. Контракт стоил много миллионов долларов за один продукт. Заметьте, сколько будет стоить эта помада, если ее цена умноженная на этот рекламный контракт. Плюс к этим рекламным контрактам добавляются разработки, которые касаются уникальных, как они должны быть, уникальных форм, уникальных трубочек, то, что касается футлярчиков, то, что касается кисточек и всего остального. Разные коллекции не должны повторяться, иначе так дорого их никто уже не купит. Они вынуждены инкрустировать свою продукцию камнями, драгоценными металлами, чем-то еще, чтобы оправдать ее дорогую стоимость. То, чтобы вот эти имена продавались так дорого, чтобы тушь Dior стоила 200 евро или 300 евро, в зависимости от коллекции, когда она выпущена. Соответственно, все это влияет на нашу цену. Как вы думаете, сколько должен стоить продукт, если к нему добавляется плюс аренда площади, плюс реклама, плюс контракты, плюс все что угодно? Вы понимаете, да? То есть для того, чтобы оправдать это имя, устраиваются огромные презентации, нанимаются куча профессионалов, которые в принципе не нужны, если продукт действительно хороший. Итак, что мы имеем? То, что касается нашей цены. Я поставила здесь минус в этой таблице, потому что, извините, платить за то, что кто-то рекламирует, совсем не хочется. Согласны? Хочется получать хороший продукт за нормальные, приемлемые деньги. Не хочется переплачивать ни за контракты Николь Кидман, ни за площадь, ни потому что это продается, не будем говорить в каких магазинах, все их знают. Я не хочу платить за эти площади, я хочу получить свой товар по своей цене. Поэтому здесь мы ставим минус. Итак, если мы сравниваем эти компании, что самое неприятное может быть? Это то, что кроме того, что эти бренды известны, кроме того, что они дороги, у них еще существует огромное количество подделок. Я думаю, все вы замечали, да? Я думаю, ко всем на работу, в офисы где-то приходили люди с чемоданчиками и говорили: только у нас, только сегодня, тушь Dior, 15 гривен, только для вас, последняя партия, украли, где-то перепродали или что-то еще. Все это, сталкивались, правильно? Я думаю, сталкивались. То же самое, когда у вас получаются подделки, мало того, что вы платите дорого, мало того, что вы как бы надеетесь, что это будет, может быть, качественно или фирменно, когда вы покупаете, вас еще и обманывают. Я думаю, это неприятно. Ну, такова судьба. Итак, эти фирмы, которые у нас есть, высшей категории, мы их сравнили. По качеству мы можем их сравнить с Бримонит, но по цене, извините, пока они в минусе. Итак, что больше всего нас интересует? Самые коварные вопросы, которые задают, это вопросы, которые задают с другими сетевыми фирмами. Правильно? Согласны? Итак, самый часто задаваемый вопрос, который мне задавали. Сравните, пожалуйста, косметику Бримонит с... И начинаются перечисления разных корпораций, у которых когда-либо был опыт подобной маркетинговой работы. Здесь я написала Oriflame, здесь я написала Avon. Сюда же в категорию качества я включила Ruby Rose и базарная косметика. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Итак, что такое Oriflame, что такое Avon и что такое Ruby Rose, и почему они все находятся вместе? Они все находятся вместе, потому что я их оценила в группу по качеству. По качеству здесь они стоят в минусе. Объясню почему. Все вот эти корпорации, Oriflame, Avon, сюда можно причислить очень много других, просто таблицы не хватит перечислять, не обладают одним большим плюсом. К сожалению, они не могут влиять на качество производимого ими товара. Что это такое? То есть, если я имею свой пошивочный цех по одежде, я могу контролировать качество одежды, которую я шью. Если я
пошила партию дубленок, я могу сказать, что дубленки классные. Я знаю каждую пуговицу, каждую ниточку, каждый кармашек и все, что на них нашито, все, что сделано. Согласны, да? Это правильно. Как я могу здесь вот, как я могу здесь влиять на качество, если Oriflame, марка, допустим, оригинал там Швеция или что-то еще, выпущена она в странах третьего мира, перепродана в страны 10-го мира, сборка идет в одном месте, компоненты в третьем месте, подделывают в четвертом месте. В результате получается товар непонятного производства, непонятного срока происхождения, непонятных гарантий. Но, допустим, меня это не устраивает. То, что касается Avon и всех остальных фирм, они работают по одному принципу, чтобы вы поняли. Люди, эти корпорации, они не производят товар, они его перепродают. Грубо говоря, это большие концерны-посредники. Они берут товар в одном месте и двигают его по своим структурам, чтобы так вам было понятно. Что они делают? Они могут продавать все, что угодно, начиная от и заканчивая до. Ручки, пеналы, подушки, одеяла, сюда же косметика, сюда же витамины, сюда же еще. А не важно, что они вообще несоединимы, но это Бог с ними, правильно? Все мы продаем. Точно так же все это спускается по веткам и продается. Соответственно, качество не может быть проверено. Понимаете, да? Я не могу как производитель проверить, насколько хорошо сделана древесина, насколько хорошо выполнен тот или иной крем, насколько в нем достаточно витаминов, минералов и всего, чтобы он работал. А иначе без этого это получается фикция, за что тогда вы платите деньги. Исходя из этого, по качеству мы ставим здесь минус. Почему? Потому что качество непроверяемо, за него никто не несет ответственности. Если вы придете в компанию и скажете: извините, у меня это не работает, вам скажут: это у вас кожа такая плохая, вот вы вот такой вот недалекий человек, поэтому у вас не работает. То, что касается Ruby Rose и базарной косметики. Я думаю, все знают, Ruby Rose я взяла просто так, потому что это самое то, что больше всего лежит на лотках. Скажите, пожалуйста, если вы берете коробочку, на которой написано «Супер блеск для губ, который увеличивает объем, насыщает губы минералами, тра-та-та» и все остальное, стоимость 11 гривен. Как вы думаете, что в нем? Минералы? Витамины? Я думаю, за таможню они больше отдали, чем за стоимость этого тюбика. Я думаю, все-таки к этой косметике нужно относиться настороженно. Не потому, что она плохая, а потому, что как бы это странно, то, что в ней находится. Лицо у вас одно. Может быть, с возрастом руки можно скрыть, ножки можно прикрыть, здесь что-то одеть, но лицо вы никуда не денете. Глаза можно скрыть очками временно, солнцезащитными. Лицо вы не денете никуда. У вас будет то лицо, которое вы заслуживаете. Соответственно, если вы не будете за ним ухаживать, оно у вас останется, будет оставлять желать лучшего. Я думаю, у каждого из нас есть шанс иметь лучшее, в том числе и лицо. Итак, если мы говорим о косметике в этой категории, то, что касается цены. Будем честными, если это стоит 11 гривен, это хорошо. Никому не хочется платить больше. Но если при этом это испортит ваше лицо, здесь стоит минус. А теперь давайте с вами поговорим вот о чем. То, что касается категории качества. Как вы думаете, если вам говорят: ты можешь купить, или, допустим, возьмем операцию. Мы можем сделать тебе классную операцию, допустим, лицо, делать будем пластику, да? Ты будешь выглядеть, мы не знаем как, гарантии мы никаким не даем, стоит 5 рублей. Вы сделаете такую операцию себе? Я думаю, вряд ли. Правильно? Так почему же вы это делаете со своим лицом? Точно так же. Это то, что касается качества. То есть, если это стоит дешево, не стоит на это подписываться, потому что это как минимум опасно будет. Теперь, то, что я бы хотела особо отметить в этих корпорациях. Пожалуйста, очень вас попрошу, когда вы разговариваете о других сетевых компаниях, никогда и никогда
Не может быть такого, чтобы вы их, как бы, знаете, отзывались о них плохо. У людей, у каждого свой бизнес. Нельзя сказать, там, Вася плохой, он ворует. Нельзя сказать. Вы можете выразить свое отношение и мнение к этому. Допустим, сказать, что эта фирма мне не подходит. Мне не нравится ее товар, допустим. Это вполне допустимо. Но везде в любом бизнесе должна быть этика. В нашем бизнесе тем более. Нельзя сказать о том, что эти корпорации плохие. Нет, они не плохие. Просто у них такая структура. У них такая схема зарабатывания денег. Они не заботятся о людях. Они просто зарабатывают деньги. И это тоже нужно понимать. Очень много ваших людей и знакомых, родственников, может быть, которые сотрудничают с этими компаниями или еще как-то. Не нужно говорить об этих людях тоже плохо. Зачем? Просто покажите своим примером, что у вас лучше. Не нужно при этом никого ругать, оскорблять или осуждать, особенно там, сплетничать, допустим, и что-то такое. Говорите, если вы говорите, только факты. Не говорите минус. Это как о покойниках. Либо хорошо, либо ничего. Я знаю в нашей компании плюсы такие, такие и такие. Наша косметика лучше, потому что в соответствии. Рядом вы можете сказать, о вашей косметике я ничего не могу сказать, она мне просто не подходит. Вот мне кажется, так будет лучше всего и правильнее. То, что мы сравниваем сегодня здесь, в категории цена и качество, это честно, это объективно. Мы никого не оскорбляем, потому что все эти корпорации достойны быть, почему у нас и не такие еще выживают. Вот поэтому, если мы работаем на рынке общей всей косметики, мы работаем не только с дорогими брендами, как Dior, Chanel, повторяю, Saint Laurent, Estée Lauder, но также нишевая косметика, недорогая, Oriflame, Avon, Ruby Rose, базарная косметика и все остальное. То есть это такие категории вверх и, можно сказать, где-то низ, средний низ, которые живут постоянно рядом с нами. Я думаю, вы немножко поняли, чем отличается одна категория от другой. Теперь, что же касается цены на Бремани, почему я здесь поставила плюс. То, что я сравнивала цену, а поверьте, у меня есть возможность сравнить косметику Бремани со многими вообще фирмами, и японскими, и французскими, и китайскими, профессиональная косметика, грим-косметика, какая только угодно. Я вам могу сказать, что косметика мало того, что недорогая, это честно. Если сравнивать, все вы знаете такие марки, как Пупа, Буржуа, я не знаю, что-нибудь, L'Oréal, Lancôme, то Бремани стоит в ценовой политике в этой категории, если даже не чуть ниже. То есть цены в Бремани немножко даже дешевле, а качество намного выше. Теперь то, что касается общей сравнительной характеристики. Когда и зачем это нужно? Когда вы общаетесь с человеком, когда вы общаетесь с людьми, которые у вас спрашивают, объясни, пожалуйста, вот ты пользуешься Бремани, она тебе нравится? Нравится. А чем она лучше? И начинают перечислять либо низ, либо вверх. Здесь у вас будет готовый ответ. Когда вы посмотрите, я думаю, вы что-то вспомните из вышесказанного, и у вас будет уже информация, которой вы можете пользоваться. Это понятно? Это понятно? Да. Понятно, очень хорошо. Теперь, что касается то, что я хотела сказать, сейчас, секундочку. У нас происходит обучение по косметике Бремани. У нас есть школа, в которой мы обучаем полностью искусству визажа, искусству макияжа на косметике Бремани. Там более подробно, буквально по молекулам разобрано все, что касается косметики, начиная от лица, начиная от того, как этим пользоваться, где это применяется, как с этим работать, как красить, все виды макияжей, все особенности лица, которые есть у вас, у ваших клиентов. Поэтому, если вы хотите достойно представлять этот продукт на рынке, это сейчас не реклама, чтобы вы поняли, это просто ваш инструмент для работы. Стоимость курсов составляет 180 гривен за весь курс. Я думаю, говорить о том, насколько низкая цена, говорить не стоит. Таких курсов вы не найдете нигде в городе.
У меня один макияж стоит во много раз дороже, честно. И когда идет цена о курсах, я думаю, заплатить за те знания, за те инструменты, которыми вы будете работать, это просто смешно. Я вас хочу попросить, даже если вы будете обучаться не здесь и где-то захотите еще, пожалуйста, узнайте больше о визаже, узнайте больше о том, чем вам приходится работать. Если вы работаете с этой косметикой, вам нужно ее достойно представлять. Я желаю вам успехов, я желаю вам удачи в этой косметике и в работе с ней. А теперь я хотела бы попросить, чтобы на сцену сейчас поднялись те девчонки, девушки, женщины, которые участвовали в конкурсе 7 марта. Пожалуйста, поднимитесь сюда на сцену. Те, которые не получили призы. Те, которые не получили призы. 7 марта участвовали в конкурсе. Первый конкурс был на визаж, второй конкурс был, когда мы разговаривали, выявляли лучшие свойства. Пожалуйста, поднимитесь сюда на сцену. Итак, я хотела бы еще раз представить девчонок. Сейчас они все, надеюсь, дойдут. Они получают, они получают в подарок коктейли витаминные. Это будет поощрительный приз, потому что девочки старались все. 7 марта, я думаю, кто был, кто не был, вкратце расскажу. Был конкурс по макияжу. Девушки проявили все свои способности, все особенности косметики Бремани. Они красили сами себя, делали это очень красиво, очень умело. Спасибо им за это большое. В поощрение они сейчас получат все коктейли. Вкусные-вкусные, которые продаются в холле. Неужели это все? Где еще? Бегут. Проходи. Вспомнили, что участвовали, да? Но вечеринка была буйная, можно было и не вспомнить, да? Вы тоже получаете коктейли. Молодцы. Спасибо вам огромное. А теперь я хотела бы спросить тех девочек, которые вот здесь стоят на сцене, некоторые из них заканчивали эту школу, некоторые из них участвовали в этой косметике. И я хотела бы спросить, как это отразилось на вас или на вашем бизнесе? Может быть, это стало как-то лучше в продвижении товара? Буквально несколько слов, что вы можете сказать. Где Тамарочка Заржицкая? Здесь. А что ж она сидит, Тамарочка? Что мы сидим? Томочка, побежали. Я знаю, Тома была победителем в категории по макияжу. Томочка, Добрый день всем, гости, наши партнеры. Честно говоря, я получила первую премию, поэтому скромно сижу, угощать тех, кто не получил. Я хочу сказать очень фразу, которую вы слышите всегда: с компанией NSP мечты сбываются. Поэтому те возможности, что сегодня на рынке есть косметика Бремани, это огромнейший плюс для нас. Берите все возможности. Что касается курсов, я очень мечтала на них попасть, я получила огромное удовольствие, поэтому сегодня можно быть красивым нам всем и дарить красоту всем женщинам. Огромное спасибо Алене, что вы с нами, что это просто подарок для компании NSP иметь такого специалиста. Поэтому пользуйтесь, компания замечательна. Бремани — это просто супер. Спасибо большое. Сейчас еще даю слово. Седаш Вера, лидер консультант компании. Мы закончили эти курсы, и вот из всего, что я слышала и видела, настолько изложен был материал кратко и доступно, что практически я даже не пользуюсь конспектом, вот как-то отложилось все. И такие вещи Алена рассказывает интересные, честно говоря, на своем 26-м году жизни я узнала такие моменты у косметики, и сейчас я с удовольствием пользуюсь всей линией,
и испытываю действительно удовольствие. И буквально за 10 минут можно нанести макияж, и совершенно в корне меняется лицо. Это заметили знакомые, и сейчас у меня очень много именно моих знакомых, которые раньше фыркали, сейчас покупают косметику и активно ее заказывают. Поэтому это очень полезно, если у Алены будет еще устраивать курсы, я вам очень советую, потому что необычайное удовольствие и помощь именно в предложении нашей косметики, потому что косметика действительно достойна. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Наталья Маковец, лидер-ассистент компании. Я тоже хочу сказать огромнейшее спасибо Алене. Я сначала колебалась, не хотела идти на визаж, но потом я просто решила, что это восхитительно. Что мне дали эти курсы? Прежде всего, я научилась именно правильно наносить визаж. Да? Это мне позволило делать визаж именно за короткое время. За буквально 2-3 минуты замечательно можно сделать себя просто восхитительной. И знаете, благодаря этим курсам я получила именно классный инструмент в работе, благодаря которому мы теперь можем просто преуспевать классно за большое короткое время, получать хорошие результаты. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Пирог Оксана, лидер-ассистент компании. Я хочу сказать, что это действительно очень-очень большая удача, что у нас появился такой шикарный инструмент, как косметика Бремани. Во-первых, очень достойная, очень качественная, очень приятная. И почему хороший инструмент? Потому что благодаря косметике в команду приходят молодые, энергичные, красивые, бизнес-настроенные девчонки. Ведь огромный сегмент рынка MLM-индустрии занимают косметические фирмы. Согласны со мной? И сейчас просто конкурента на рынке нам нет. Бремани самое лучшее, что сейчас можно увидеть, найти на рынке, еще хорошо поискав. Поэтому работайте с ним. Это очень приятный, легкий, красивый бизнес с косметикой Бремани. И, естественно, каждую девушку, каждую женщину может сделать принцессой и королевой. Я смотрю на наших женщин и вижу, что макияж умеют делать практически все. Даже те, кто учился, не учился, безобразно накрашенных я не видела. Но курсы позволяют усовершенствовать, улучшить те способности, которые наши девушки уже имеют. Поэтому смело идите учитесь, это вам даст только огромный плюс в вашей работе. Спасибо.